Государственной гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан. Матч судьи Ильшат Кадыров и Виктор Томилов. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Здравствуйте, друзья. Ну, то ли день, то ли вечер, не совсем понятно. В общем, после полдника еще светло. У нас дело ближе к весне. Хорошая погода в городе Уфа, и Башкирская хоккейная лига в очередной раз открывает свои двери. Очередной выходной день. Проходят матчи. Ранее на этом льду встречались коллективы башкирской генерирующей компании и распределительных тепловых сетей. Матч завершился со счетом 2-0. Ну а сейчас на ваших экранах мы посмотрим вместе с вами за противостоянием двух коллективов. Скрестят клюшки в Малой Уфа-арене коллектив башкирской электросетевой компании и команда «Уралец».
коллектив депутатов Госсобрания Республики Башкортостан. Первое удаление у нас, да, по-моему, здесь вот как-то довольно большое скопление игроков сейчас находится на льду. Как раз смена звеньев проходила, да, и, собственно, поэтому, а то немного так глаза-то разбегаются. Обычно по 2 пятерки, 10 человек на льду, плюс вратари, ну нет. Здесь у нас, по-моему, порядка 20 человек сразу находилось. Аделина Загидулина пишет нам в чатике: Уралец и смайлик молнии. Напомним, чат трансляции у нас активен. Пожалуйста, дорогие друзья, пишите, смотрите, подсказывайте, возможно, где-то поддержите свой коллектив. Ну, конечно же, если вдруг кто нас смотрит и не владеет информацией, также можно прийти и свободно посетить любой из матчей, понравившийся вам. Вход на все матчи Башкирской хоккейной лиги абсолютно свободен, дорогие друзья. А у нас вообще по регламенту идет серия игр под названием Play-in. И вот я даже обращал внимание, что в чатике спрашивали, что, собственно, это такое. Возможно, кто-то не знает, постараюсь своими словами объяснить, но это такой некий мини-турнир после регулярки, о которой мы, конечно же, поговорим. И вообще он, конечно же, играется за право попасть в плей-офф. БСК и Уралец уже на первых минутах зарабатывают себе по одному удалению. Давайте, наверное, предлагаю озвучить составы, а там уже поговорим по ходу этого матча, конечно же, о регулярке и очередное удаление. У нас как раз воспользуюсь я паузой в этой встрече. Представлю сначала состав команды БСК. Пара вратарей: Рамиль Загидулин, номер 51, и Алекс Сидоров, номер 31. Алекс Сидоров начал матч этот. Полевые игроки: Анатолий Колесников 3, Данил Сидоров 7, Эльдар Хамитов 8, Владимир Пескунов 10, Шейн Марданов Дмитрий 11, Евгений Лавенко 15, 21 Саликов Искандер, 23 Сергей Минервин, 29 Юрий Богданов, Павел Гайлун играет под номером 37, 39 Юрий Филиппов, 73 Слават Хайрулин, Дамир Гарипов номер 88, Сергей Денисов 90 и Ильяс Абеев играет под номером 93. 15 человек заявки у БСК, фактически это 3 пятерки. Уралец остаются втроем, ну и, как мы видим, даже, собственно, это не препятствует им для того, чтобы полноценно уходить в атаку. Нет, вчетвером играет Уралец, а вот удаление это у нас предыдущий, по-моему, было у них. Я отчетливо увидел, что 2 игрока в белых знаках находятся на скамейке штрафников. Ну да ладно. В атаке БС было неплохо. Юрий Богданов был на острие этой атаки. Ворот команды БСК Сидоров Олег пишет, подсказывает в чатике. Ну, вроде как да. На всякий случай. Вы вспомнили, наверное, прошлую игру. Я так понимаю. Ну, бывает, дорогие друзья. Сидоров Олег, да, ворота БСК. Здесь вроде как в этом плане вопросов нет. А другой вопрос вот в воротах уральцев, кто играет, это отдельная тема для беседы. Ну, давайте к составу перейдем. Согласно заявке, Радик Гарифулин у меня идет под номером 3, пара вратарей коллектива Уралец, и Рустам Ахунов идет под номером 11. Но голкипер в воротах с номером 73, поэтому мы предполагаем, что это, наверное, Радик Гарифулин. Полевые игроки: Юлия Краснова 6, здесь опасно было сейчас возле ворот БСК. Краснова 6, Александр Меркулов 8, Егор Попов номер 9, Григорий Долбан 12, Камиль Загитов 15, Кабир Килимухаметов номер 17, Евгений Астафьев 19, Рыскулов Тимур 22,
Камиль Ахунов 24-й, Антон Матрёнин играет под номером 29, Егоров Максим 33-й, Максим Журавов номер 42-й, Артур Хуснудинов 44-й, Джиганенко Илья 68-й, Игорь Черников 77-й, 78-й Дмитрий Максимов, Ильдар Сафин играет под номером 85, Ильяс Файзулин 87-й, Игорь Калачев, правильно будет назвать, прошу прощения, номер 90, Кирилл Ивлев 91 и 98 Артур Саримов. 21 полевой игрок в заявке у уральца сегодня. Хо-хо, вот это да, дорогие друзья. Ну, я так понимаю, перед плей-оффом, да, у нас усилился уралец, конечно же, будет интересно посмотреть на всех игроков, как будет это проходить. Но вот уже поначалу мы предполагаем, что и видим, что к этой игре Бэск в составе 3 пятерок зашли, да, а вот уже у нас уралец полноценные 4 пятерки и более того один запасной игрок. Другое дело, что заявка-то одно, но 5 человек на льду у Бэска, а вот 3 пятерки. 3 пятерки на скамейке запасных я не наблюдаю. Чуть-чуть поменьше там пока народу. Возможно, кто-то еще не приехал. И взятие ворот подтверждает, да, рефери, я правильно понимаю? Слегка остался он за кадром. Ну да, судя по овациям болельщиков. Но смотрите, как здорово здесь с солдатиком, да, просто лег у нас. Ну да, пересекла шайба линию. Все понятно. Алекс Сидоров буквально солдатиком там лег, уже по-всякому препятствовал, чтобы черная таблетка пересекла у нас синюю линию, но не получилось, по крайней мере, в этот раз. 9 минут потребовалось уральцу, чтобы оформить первое взятие ворот. 0-1. Команда депутатов Госсобрания ведет. Ну, судья здесь, кстати, у нас повтор, да. Видеоповтор требуется. Ловко, конечно, там действовал игрок Бэск, по-моему, Павел Гайлунь на синей линии был. Ну, надо сначала найти трансляцию, да, на телефоне показывает нам статистов, да, судью-информатора. Ищет трансляции сейчас, и по трансляции будут смотреть и принимать решение судей. Ну что ж, пока есть у нас небольшая пауза. Да, здесь замедленно же по-всякому показывают. Все ясно и понятно. Что ж, дорогие друзья, 10 марта завершился регулярный чемпионат Башкирской хоккейной лиги. Вот, собственно, с победой можно поздравить коллектив Транснефть Урал по ходу турнира. Оператор, режиссер нашей трансляции Анатолий Зотов тоже принимает участие, так скажем, в судейском педсовете этого матча и подсказывает, что же был. Транснефть Урал по ходу регулярки провела 15 игр. 13 одержали победу. Довольно высокий показатель, да, дорогие друзья. И 97 заброшенных шайб на ихнем счету. Ну, честно сказать, результат, конечно, выдающийся продемонстрировала Транснефть Урал. Если так пробежаться по турнирной таблице, на втором месте закрепился УФСИН. Бэск, кстати, к слову говоря, да, участник этого матча, располагается на третьем месте в турнирной таблице. 15 игр проведено у них, в 7 одержали победу, 8 игр уступили. Шайбы забитые и пропущенные 38 забили, 64 пропустили. В целом 20 очков в зачете у команды башкирской электросетевой компании. Что касается уральца, по ходу регулярки, честно говоря, не все так было однозначно. Местами я не узнавал этот коллектив. Для общей информации, возможно, кто-то не знает, уралец это у нас действующий чемпион башкирской хоккейной лиги, да? И... Так, взятие ворот подтвердили. Почему 2? Товарищ режиссер, пожалуйста. Не только первое взятие ворот оформил уралец. Может быть, я, конечно, что-то пропустил.
Ну, вот не все так гладко складывалось у уральцев по ходу регулярки. Другое дело, я вижу, что в плей-офф они уже заходят как-то с другим настроем, да, усилились по составу. Вот, редко я видел отдельные только какие-то игры, возможно, в начале, когда депутаты госсобрания играли полноценно в 4 пятерки. Вот, и сегодня, к моему приятному удивлению, 21 человек заявки у уральца. Ну, браво! По крайней мере, мне это говорит о том, что уралец на плей-офф настроен очень, более чем серьезней. Так, сейчас напишу нашему режу, чтобы поправить счет. Так, счет 1, точнее 0-1. Да? Ну, так, 0-1, да. Вот, и согласно регулярке, уралец закрепился на 6-й позиции. 15 игр проведено. Лишь только в 3 смогли они одержать победу. 12 игр уступили. 41 шайбу забили по ходу регулярки. 88 пропустили. И в целом 9 очков в зачете этого коллектива. Вот так вот складываются дела у уральца, хотел я сказать. Ну и, собственно, к месту это, да, потому что пропускает сейчас депутаты госсобрания. Давайте на повторчике еще раз посмотрим. Даниил Сидоров, автор взятия ворот, это однозначно. Вот, но... С передачи из номера Салихов, номер 21, шайбу забросил Даниил Сидоров, номер 7, команда ПСК. Так, ладно, счет у нас 1-2, как мне подсказывает режиссер. Возможно, я где-то что-то пропустил, показывать его состав или еще что-то. Бывает всякое. Подскажите, друзья, что в чатике у нас счет-то какой правильный. Мы вынуждены попросить помощи из зала. Простите, не так бывает. Ура, результаты коллективов я вам в целом рассказал. Давайте немножко оставим сейчас информацию на второй и третий период, а пока понаблюдаем за этим противостоянием. Положили на лед игроков и капитана уральца Антона Сергеевича Матвеева тоже где-то там в районе закругления борта. Аккуратно перевели в горизонтальное положение. Хотя, насколько я знаю, у нас Антон Сергеевич борьбой, по-моему, занимался, да, так? И я думаю, что он может поспорить, если как минимум кто-то захочет перевести его в горизонтальное положение, это однозначно. Шайба на точке вбрасывания. Артур Салимов от уральца и Юрий Богданов, Юрий Филиппов. Поднята рука арбитра здесь у нас. И будет очередное удаление. Так, 2 было в составе уральца, вроде как одного Беска. Да, и сейчас мы видим, что отправляется на скамейку штрафников Искандер Салихов. По удалениям поравнялись. Беск остается 4, будут пытаться реализовать свое большинство. Сейчас коллектив уральца, давайте понаблюдаем вместе с вами. Так, Салимов. На хорошей скорости здесь Салимов у нас. Да и, в принципе, сделал-то все грамотно, да, и красиво в зону зашел сам, пытался сам и забросить. Ну, такой сольный проход Артура получился. Вот, ну, на подъезде там еще пободался с защитниками. Загитов. Класс по диагонали. Хуснудинов. В зону зашли. Дальний бросок. Блокированный получается он, но приходится в защитника.
Так, шариками у нас здесь вот пришли поболеть, показывает нам оператор и режиссер нашей трансляции. С 8 марта, правда, но ладно, все равно шарики красивые, разноцветные. Не заценили, если что, передайте. Три минуты еще остается играть в первом периоде. Снова мы на точке вбрасывания в зоне Беска. И давайте будем объективны, так как слегка там поджимает уралец. Так, Калачев направо на Джиганенко. Максим в зону ходить не стал. Джиганенко снова. Так, Сидоров, ну на этот раз зафиксировать получается. И здесь принимает, так скажем, благодарности, да, от своих коллег. Олег Сидоров. Ну а мы снова разыгрываем шайбу в районе владений Беска. Я пересматривал все момент со взятием ворот у уральцев, потому что, честно говоря, я смотрел сразу, кто там был автором взятия, пока здесь. И видеоповтор судьи смотрели, и режиссер писал, что поправил счет 1-1. У нас боевая ничья, пока играть еще чуть больше 1 минуты в первом периоде. Вратарь Беск так держать, Данил Ярослав присылает нам. Ну да, здорово, Сидоров сегодня много работы, я предполагаю, не будет. Вот, особенно, наверное, где-нибудь к концу второго периода, в начале третьего, потому что получается так, что уральцы сегодня скамейка явно подлиннее, 21 человек, заявки. Беск 3 пятерки, 15 человек, но вот ранее, когда показывали, по-моему, не все прибыли. Первому периоду, возможно, еще подключится по ходу этой встречи к матчу игроки. Вот давайте объективно считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек. Пятерка на льду, то есть 11 человек, да и пятерка плюс 1. Ну, согласно заявке, должно быть 15. Однозначно будет пользоваться этой ситуацией концовки матча коллектив уральца. Ну а мы пока отправляемся на первый перерыв.
Уфа-арена малая, башкирская хоккейная лига, башкирская электросетевая компания против коллектива «Уралец», депутаты госсобрания на льду. После первого игрового отрезка счет в матче у нас 1-1, боевая ничья, но пока настрой уральца просматривается чуть поактивнее, чем близко. Говорили мы в первом периоде, что короткая скамейка у энергетиков сегодня, возможно, аукнется это им где-нибудь ближе к занавесу матча. В составе коллектива «Уралец» у нас отличился взятием Артур Салимов, номер 98. В коллективе энергетиков автор взятия ворот Данил Сидоров. Продолжаем наблюдать за этой встречей далее. Ранее предыдущие матчи свои коллектив «Уральца» проводил 12 марта, встречались с Баш РТС. Там счет матча составил 7-3. РТС обыграли «Уральца». И, собственно, после этого у нас произошли изменения как раз-таки. Потому что «Уралец» шел на 5-й позиции в турнирной таблице, а РТС на 6-й. После этого матча РТС забрались на позицию под номером 5, а «Уралец» уже стал замыкать. В общем, первые стали с конца снова Сидоров, и уже один раз он приложил ворота «Уральца». Почему бы и не попробовать пойти на дубль. В той игре, которая была 12 марта, 7-3 счет, я сказал, Баш РТС победили. Взятием ворот отличились дублем Антон Матрёнин, и также уже под занавес встречи Альберт Газизов забросил одну шайбу. В эти плотные выходные «Уралец» еще проводил свою игру 10 числа, тогда они встречались с УФСИНом 3-2. УФСИН одержал победу, дубль Ильи Джиганенко в составе «Уральца». Так, Загитов можно бросать с этой позиции, что, собственно, он и делает. Ну, довольно высоко у нас была траектория полета шайбы. Вот, ну, Алекс Сидоров контролировал этот процесс, да, выставил свою ловушку и тем самым перевел игру на точку выбрасывания. Хуснудинов. Классная скидка здесь на Салимова и браво. Вот это галешник, конечно, да, нарисовывается сейчас «Уралец». Мы снова ждем нашего оператора. Повторчика бы желательно хотелось посмотреть, если есть таковой. Ну ладно, посмотрим позже. Артур Салимов, насколько я видел, уже. С передачи Артура Хуснудинова номер 44 шайбу забросил Артур Салимов, номер 98, команда «Уралец». Так, дубль у нас получается Артура Салимова. Там как первую шайбу, насколько я разглядел, тоже оформил он. Если вдруг что не так, поправьте, дорогие друзья, не стесняйтесь в чатике. 38 человек присутствует у нас на трансляции, ни много и ни мало, но в целом для БХЛ результат неплохой. Предполагаю я, что у нас уже дело ближется ближе к плей-оффу, и, конечно же, зрители проявляют большую активность. Крупным планом на ваших экранах Радик Галифурин. Номер 73 у него. Чуть-чуть подправим, потому что в протокольчике он идет под номером 3. И активно обсуждают что-то. Данил нам в чат пишет: «Босс, поднажмите, вы лучший топ-тон за свой любимый коллектив». Ну, давайте посмотрим, может быть, сейчас
На этой прекрасной ноте-то и поднажмут как раз. Но пока вот Богданов здесь, да, срывается с крюка шайба, бросить не получилось, а уже второй темп этой атаки не смог ничего положительного принести. Но тем не менее шайба на точке бросания. Мы находимся в зоне коллектива «Уралец». Жиганенко от депутатов и Юрий Филиппов от энергетиков. Егоров шайбу вводит в игру, там уже Матрёнин накатывался в направлении ворот БСК. Неудачно выбивает из своей зоны сейчас шайбу БСК. На этой фоне раскрывается атака. Атака уральца. Я же здесь засмотрелся. Да, но Матрёнин как так практически. С броском-то, конечно, здесь Сидоров справился, да, но на мгновение там неприятный рикошет был от штанги. Вот, и уже никого не было от уральца, чтобы как-то добить. Еще раз Матрёнин. 2 броска. Сидоров на месте. Браво. Вот даже так, да, посмотрите. Ну, а что делать, куда деваться? Олег Сидоров нивелирует эту атаку и вот не совсем свойственной позиции для вратаря, но лучше так зафиксировать шайбу, на мой взгляд, нежели она продолжит разыгрываться между соперниками. Салимов. Есть очередное взятие, по-моему, Максим Журалов. Ее автор, да, дальний бросок здесь был практически от синей линии, подправлений каких-либо я не увидел. Нашему режиссеру, чтобы повнимательнее был с повторами. Здесь замедленно, наверное, после видеоповтора, когда судьи показывали, остался этот момент. Но вот рикошет здесь был чисто только от Олега Сидорова. Давайте посмотрим еще раз с этого ракурса. По-моему, от шлема, да? В любом случае, взятие ворот засчитано. 1-3. Автор третьей заброшенной шайбы в составе уральца Максим Журавов. Экватор второго периода остался у нас позади. Сыграли ровно половину. Счет на табло 1-3 после последнего взятия ворот уральца. И вы знаете, пока БСК на данный момент ответить особо-то ничем не может. Да, коллектив, конечно, просто так без боя сдаваться не будет. Мы уже говорили ранее о том, что БСК очень активно проявляет себя, проявлялся по ходу регулярного чемпионата БХЛ. На третьем месте закрепился этот коллектив. Крайние свои игры проводили они 10 марта, встречались с Баш РТС, но вот и уступили, конечно, БСК РТСу. Но тогда, знаете, был, я не знаю, какой-то удивительный просто день, потому что что-то как-то звезды там были против, наверное, то ли Транснефти, то ли БСК, честно говоря. Потому что вот 10 марта, ну, во-первых, БГК обыграла Транснефть Урал, действующего чемпиона регулярного, да, регулярки. Как смогло сделать это БГК, то есть коллектив, который идет на данный момент 4-м месте, обыграл лидеров
турнирной таблицы, которые, по-моему, на тот момент чуть ли вообще там ни одной игры не уступали никому. Спустя 13 или 14 проведенных игр. Но дело в том, что в тот день как раз-таки Транснефти вручали кубок, и, возможно, где-то на этой ноте они были, так скажем, расслаблены, да. Почувствовали, в общем, себя чемпионами и уже играли. Ну, настроя, в общем, не было особо на игру. Состав вроде был нормальный, все в порядке там. Так, в атаке у нас уралец, и это очередное взятие ворот. Ждем повтора, а тем временем Максим Егоров оформил четвертую шайбу. Ну вот здесь предшествовало, да, этому моменту ряд бросков, конечно же. Вот сейчас в девяточку кучно Максим Егоров ложит. Кучно в девятку ложит шайбу Максим Егоров. Сидоров-то видел, на самом деле, траекторию полета, и мы также видели по его действиям. Он выставил ловушку, но в целом шайба зашла в створ ворот раньше, чем сделал это Алекс Сидоров. Так вот, тот самый волшебный день БХЛ БГК обыграл Транснефть. Что ж такое? Давление колоссальное сейчас на вратаре Беска. Одну за другой забивают и создают моменты игроки Уральца. 7-2 обыграл БГК Транснефть Урал 10 марта, и Баш РТС обыграл Беска. То есть Баш РТС тоже тогда шел у нас на последнем месте, но обыграл коллектив, который идет на третьем месте. В общем, что-то было странно 10 марта. А вот присоединяется у нас в чату. Да, я тоже заметил, что состав Уральца усилился. Ну, а с другой стороны, вот вы пишете, что людей понабирали. Ну и что, собственно, из этого? Ну да, усилили коллектив плей-офф. Регламент позволяет это сделать. Регламент позволяет. И что? Собственно. Все в рамках правил, по регламенту. И здесь ничего такого нет особенного. Даже где-то в профессиональных, любительских лигах также можно увидеть, что коллективы усиливаются перед какими-то важными, ответственными, ну, допустим, перед серией плей-офф. И это нормальная практика, ничего в этом нет такого. Москва смотрит, пишет у нас Ярослав. Тем временем здесь развивает свою атаку уже Беск. Пока мы разговаривали с вами. Ну и надо забивать, конечно же, воспользовались моментом, пока Радик Гарифуллин там покинул свое владение. Как говорится, ушел в буфет, да, и воспользовался своей позиции. И, собственно, как говорится, оказался в нужное время и в нужном месте. Даниил Сидоров, ну, не просто оказался в нужное время и в нужном месте, он еще и, так скажем, не растерялся, не дрогнула рука здесь у Данила. И это дубль Сидорова. Так, 2,5 минуты остается играть в втором периоде. Счет у нас 2-4. Снова Сидоров заходит по правому флангу. Подключается к этой атаке Юрий Богданов. Шайба уже за воротами. Сидоров. Хороший настрой сегодня у Данила. Впрочем, как и всегда, очень часто мы его видим на острие. Так. Коллектива Беск также довольно часто он забивает, ну и по сути является одним из, по крайней мере, входит в топ бомбардиров своей команды. Это
Однозначно. Гарипов пытается шайбу вынести, но не согласен с этим Игорь Калачев. Я взял небольшую паузу для того, чтобы вы прочувствовали сами, дорогие друзья, всю эту атмосферу и как публика, да, встречает вот это взятие ворот очередное уральца. Ну, смотрите, как классно здесь разыграли Джиганенко и Максим Егоров вдвоем. Классная связка у нас получается, потому что предыдущую шайбу также у нас забросил Максим Егоров. И также аналогично с передачи Ильи Джиганенко. Передача Антона Матвеева, номер 29. Ильи Джиганенко, номер 68. Шайбу забросил Максим Егоров, номер 33. Команда «Уралец». Последняя минута второго периода. Конечно же, да, там и в этой связке участвовал Антон Сергеевич Матрёнин, капитан команды «Уралец». Ну вот... ну вот, все-таки перед тем, как шайба пересекла синюю линию, передачу отдавал Илья Джиганенко. А там по регламенту вы на самом деле можете почитать, да, я вот читаю все последние сообщения, вы можете почитать, и там допускается, что будут усиливаться коллективы, и даже прописано, в каком количестве человек это может быть можно сделать. А у нас второй перерыв, отдыхаем немножко, дорогие друзья, счет 2-5. Третий период, матч башкирской электросетевой компании и команды «Уралец». Счет на табло 2-5, третий период, все внимание на экраны. Да, вот Артем пишет, все верно. Ну, в общем, давайте так, друзья, смотрите, в чате разгораются там жаркие баталии, я просто неоднократно вот эти разговоры вижу. Пожалуйста, давайте общаться, конечно же, без проблем каких-либо, но не переходите грани. Я вас просто прошу, это моя личная просьба. Как-то так. На данный момент все в порядке. И хотел сказать следующее. Если у кого-то, возможно, есть какое-то недопонимание, вы же, дорогие друзья, можете просто открыть регламент и посмотреть. Если вы не знаете вдруг, как это сделать, то я могу вам подсказать. Заходим на сайт bhl-sport.ru. Проходим в раздел о лиге, и там просто качаем PDF-ный файл «Регламент чемпионата БХЛ», и вам все сразу станет понятно, и ряд вопросов у вас отпадут, и также, соответственно, ряд дискуссий в чате просто перестанет иметь какой-либо смысл. На самом деле там все расписано, и
про людей, которые могут участвовать, как, на каком этапе могут усилиться коллективы. Есть статус игроков прописаны, допустим, такие как любитель, такие как спортшкольник, такой статус как лимитчик 18+. И как бы, все есть там, посмотрите. И вот интересный вопрос, а почему Бэск не усилился, да, перед плей-оффом? До этого писал Артем, по-моему. Вот интересно, это вопрос Бэска уже, почему не усилился. Поэтому давайте просто будем любоваться прекрасными игрой. 2 минуты уже заняли от третьего периода. Всего лишь разговорами про регламент. Москва смотрит нас. Данил пишет, и здесь моментище какой у нас. Выход 1 на 1 в сольном проходе. Ильяс Файзулин. Вот это да. Вот это галешник, конечно. Смотрим еще раз в моменте. Ну, просто опередил здесь всех, да, еще и на подходе разобрался с Олегом Сидоровым. Номер 87, Ильяс Файзулин. Вот Данил правильно пишет. Бэс, крутые ребята, вы лучшие. Вперед, еще парочку голов. Ну, почему бы и нет, да. Другое дело, мы же говорили в начале, очередное взятие у нас снова Файзулин, да, по-моему? Не успели. Судья-информатор. Так, с передачи Салимова здесь Файзулин оформляет очередное взятие. Ильяс. Счет становится 2-7. С передачи Артема Салимова, номер 98. Шайбу забросил Ильяс Файзулин, номер 87, команда «Уралец». Так, смена голкипера у Уральца. Мы видим, что на смену Радику Гаифулову оборонять ворота вышел Рустам Ахунов в третьем периоде. Честно говоря, не знаю, с чем связано. Вот, но в любом случае это факт. Ну да, подсказка. Это мотивирующий тренер был из зрительного зала. Искандер Салихов. Шайбу в зоне Уральца потерял Тимохаметов. Зайти не дают. Что-то я говорил и позабыл совсем даже с этим чатом, с всякими. Мы начали говорить еще в начале только, пока прервемся. Как здорово здесь сейчас, да, едва-едва не дотягивается Тимохаметов, но классно играет в обороне Павел Гаевой. Мы говорили в начале первого периода о том, что уж больно короткая скамейка у Бэска сегодня действительно. И это тоже, поверьте мне, одна из причин крупных поражений иногда бывает. 3 пятерки, 15 человек заявлено, но по факту 7 человек всего лишь на скамейке, не считая игроков. Поднята рука была арбитра, я это однозначно видел, удаление, но другое дело, вроде как свистка-то не раздалось, да, игра продолжилась, и здесь шайба залетела в ворота Рустама Ахунова. Смотрим еще раз на повторе, разбираемся вместе. Сидоров. Брось Сидорову не дали, он зарабатывает нарушение, а вот здесь уже справа вторым темпом на добивании Юрий Филиппов. Оформляет шайбу, и это третья коллектива. С передачи Данила Сидорова, 7-й. Искандера Салихова, номер 21. Шайбу забросил Юрий Филиппов, номер 39. Команда «Бэска». Богданов с шайбой. Сидоров закрывает там обзор Ахунова, в то же время на пятаке, даже ждет, ну, что-то отдаст передачу. Ну, хотя, вот знаете, был прикрыт там Даниил, и если партнеры смотрят как-то туда, то, наверное, не каждый захочет делать такую передачу на Сидорова, но в то же время
Атака Беска продолжается. Богданов то ли набрасывал на ворота, то ли пас отдал. Не совсем понятно. Гарипов по низу, не точно. А вперед Беск, пишет Данил также. Ура! Радуется взятие ворот своего коллектива. Беск еще нам может... Ой, есть! Еще момент создает Беск. Что такое? За минуту буквально. Два взятия ворот. Не успел Ахунов. Не успел Ахунов разыграться даже толком. Да, и кто у нас? Опять Богданов, да, я так понимаю, с этой позиции. Ну да, он там находился. Подправление, конечно, было небольшое от Сидорова. Но, по-моему, просто он убрал корпус для того, чтобы шайба дальше туда пролетела. Давайте посмотрим вот с этого ракурса. Будет особенно интересно. Бросок Юрия Богданова. Прошу прощения, Юрия Филиппова. Передача Юрия Филиппова, номер 39. Шайбу забросил Юрий Богданов, 29-й, команда ПСК. С передачи Филиппова взятие ворот за Юрием Богдановым. Вот так вот Беск. Молодцы, без боя не сдаются. Ну, смотрите, за короткий период две шайбы. Если в таком темпе же продолжится игра, то будет довольно-таки интересно. Матрёнин бросал на месте Сидоров. Представляете, если сегодня Беск одержит победу над Уральцем? Вот это будет весело, да? Две пятерки. Плюс пара запасных. И здесь 21 человек в заявке Уральца. Матрёня! Это 8-я шайба коллектива «Уралец» и ее автор Антон Матрёнин, капитан команды. Смотрим момент на повторе. Джиганенко здесь заходил. Здорово. Берет он внимание игрока коллектива Беск на себя. В то же время оставляет шайбу на Антона Сергеевича Матрёнина. И капитан команды «Уралец» уже не оставляет никаких шансов голкиперу Олегу Сидорову. Москва верит в вас, Беск, мы с вами, а у нас пока тайм-аут. С передачи Джиганенко, номер 68. Шайбу забросил Антон Матрёнин, номер 29, команда «Уралец». Ну что ж, небольшая пауза нужна была сейчас коллективам, чтобы перевести дух. Я думаю, особо полезно это для Беска. Вот, слегка перевели дух. У нас половина третьего периода всего лишь сыграна. Уже 12 голов и заброшенных шайб мы видели в этом матче. А еще играть 7,5 минут. Очередное удаление. Номер 44 в составе команды «Уралец». Это Артур Хуснудинов. Как минимум одна результативная передача была сегодня на счету Артура. И в целом это у нас четвертое удаление в составе команды депутатов Госсобрания. Так, шайбу Богданова. Теперь уже перевел на Павла Гайлон. Но вот в прошлую крайнюю шайбу у Беска Богданов именно с этой позиции забросил. А в этот раз не стал тревожить Ахунова. Отдал пас направо на Павла, а Павел уже совершил бросок. Меркулов.
Как-то неоднозначно даже здесь делал пас Меркулов. Мухаметов. Богданов вдоль борта. Кто будет на подборе первый здесь? Оказывается, это Александр Меркулов. Еще одна! Бэск! Вот это да! Вот ребята разыграли, конечно. Богданов. Салихов. Смотрим еще раз на повторе. Так, ну, здесь, получается, Богданов бросал. И уже из-за ворот накатывался Сидоров здесь. Ну и Салихов тоже находился рядом. Может быть, вот этот ракурс немножко нам раскроет все грани. Ну да, дорогие друзья, все становится понятно. Это хэт-трик Данила Сидорова. Счет 5-8. Рустам Ахунов с момента своего появления на льду. Шайбу забросил Даниил Сидоров, номер 7, команда ПСК. Команда Ураль сыграет в полном составе. Уральц играет в полном составе. Ну, по факту, давайте будем честны, вот это удаление Уральцу и стоило пропущенной шайбы. Еще может быть одна. Есть! Да! Ну, показывает туда же. Есть взятие ворота. Павел Гайлунь, да? Я все правильно понял? Нет. Поторопился. Я с выводом. Ну, я не успеваю просто рассмотреть всех, кто забрасывает в коллективе. Это Искандер Салихов, номер 21. Уж больно много шайб посыпалось, да, дорогие друзья? 14 взятий ворот в рамках одного матча. Честно говоря, были крупные счета, да, в БХЛ, но я вот... Мне интересно будет потом подвести какую-то некую статистику, возможно, по завершению, и выявить самый результативный матч в лиге БХЛ. И я думаю, в теории вот эта игра может претендовать на него, потому что еще играть нам чуть меньше 4 минут. Я думаю, что это не последняя заброшенная шайба. Хуснудинов, дальний бросок на месте Сидоров. Салимов. Хуснудинов. Богданов. Богданов с Салиховым. И, как мы видим, все те же лица, да, у Беска на льду. Конечно, досадно, что коротковатая скамейка у энергетиков. Но что здесь покажет нам рефери, и говорят вроде о том, что нету. Шайба не пересекла синюю линию. По крайней мере, видится это нам так. Да, все верно. Зафиксировал ее Рустам Ахунов. На этот раз забить не получилось. Но я думаю, сейчас, как у нас наступит 2 минуты, насколько я помню, по регламенту, все-таки мы перейдем на чистое время. Шайба на точке выбрасывания в зоне Уральца. Филиппов. От Беска. А почему на месте стоит Филипп? Интересно, он передвигается. Экономит силу, наверное. Филиппов и Джаганенко. Денисов набрасывает, и это 7-я за Бэск. Все, этих парней просто не остановить. Я не знаю, что произошло, да, почему раму ворот защищает Рустам Ахунов и сняли Радика Гарифуллина. Вот, но тем не менее, не знаю, с каким настроем, честно говоря, выходил Рустам после его выхода. Ситуация кардинально у нас изменилась. Я не скажу, что прям так Бэск начали активно давить. Но позвольте так выразиться, да, в воротах Уральца. Радик Гарифуллин в рамках сегодняшней игры смотрелся лучше.
2 минуты остается до окончания третьего периода. Одна шайба разделяет эти коллективы. Снудинов переводит фланг атаки. Здесь уже Файзулин. Салихов. Прорвемся, Беск, пишет Данил. Ну, возможно, да. Возможно, все с таким настроем. Вы знаете, в принципе, то, что забили так много Беск, меня особо не смущает. А вот что довольно много пропустили, вот, именно это на данный момент отделяет их от уральца. Выход 2 в 1. Может быть, здесь что-то. И шайба в ловушке Рустама принимает персональные поздравления. Конечно, сейчас очень важный момент. Да, пошло чистое время. У нас минута остается для окончания бросания в зоне уральца. Ну, наверное, нужно из последних сил как-то собраться Беску. Усталости и возможные боли отложить пока в сторону и выложиться на полную, чтобы сравнять счет. Вполне возможно это. Дальний бросок. Салихов в районе лицевого борта. Шайба уже на синий. Владеет и Павел Гайлун. Планет бросить не получается. Матрёнин уходит 1-1 с голкипером, но не сегодня. Так, подключается к атаке Джиганенко и Егоров. Джиганенко за воротами. Сам будет бросать. В девяточку метился на месте Сидоров. Плечо примерно. Приходится ему этот бросок. Джиганенко. Ну, подобная примерно ситуация, но в этот раз давайте отдадим должное. У нас Илья, получается, бросал по низу. 3 секунды остается, несмотря на то, что Данил Сидоров был первым на подборе. Время игровое заканчивается, и команда «Уралец» одерживает победу в этом матче. Ну, бойня, конечно, была знатная. 7-8. Беск уступил, под конец пробовали собраться, набросали много шайб. Ну вот коллектив уральцы сегодня был сильнее, чем Беск, с чем мы их, собственно, и поздравляем. Уважаемые зрители, матч окончен. С вашего разрешения позвольте откланяться. До новых встреч на хоккее.
let's go.